Здравствуйте, мои дорогие ребята! Вот и наступил следующий урок математики. Я очень рада. Тема нашего сегодняшнего урока – величина. Сегодня мы познакомимся с еще одной геометрической фигурой и будем учиться находить сходства и различия. Давайте вспомним, что мы прошли на прошлом уроке. Верно, мы учились ориентироваться в пространстве. Чтобы это вспомнить, возьмите, пожалуйста, белый лист бумаги и геометрические фигуры. Возьмите, пожалуйста, синий круг и положите его в центр листа. Хорошо. В нижний правый угол положим фиолетовый треугольник, а в верхний левый угол красный треугольник. В нижний левый угол оранжевый треугольник, а в правый верхний угол зеленый треугольник. Замечательно! Теперь давайте начнем новый урок. Давайте вспомним сказку про Машу и 3 медведей. Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, но не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь. Видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили 3 медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. Девочка вошла в столовую и увидела на столе 3 чашки с похлебкой. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Первая чашка была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина. Маша взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Третья синенькая чашечка была Мишуткина. Взяла девочка маленькую ложечку и похлебала из маленькой чашечки. Маша пошла в другую горницу. Там стояли 3 кровати. Одна большая Михаила Ивановича, другая средняя Настасья Петровнина и третья маленькая Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, заглянул и заревел страшным голосом: «Кто хлебал из моей большой чашки?» Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко: «Кто хлебал из моей средней чашки?» А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: «Кто хлебал из моей маленькой чашки и все выхлебал?» Мишенька полез в свою кроватку. Вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут. «Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яй-яй! Держи!» Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведя и бросилась к окну. Окно было открыто. Она выскочила в окно и убежала, и медведи не догнали ее.
Ребята, понравилась вам сказка? Сколько было в сказке медведей? Верно, 3. А какого они были размера? Конечно, папа был большой, мама поменьше, а Мишутка маленький. Замечательно! А теперь поговорим о фигурах. Я обещала познакомить вас с новой геометрической фигурой, с которой вы все уже не раз встречались. 4 угла и 4 сторонки. Похожи, точно родные сестренки. В ворота его не закатишь, как мяч, и он за тобою не пустится вскачь. Фигура знакома для многих ребят. Вы его узнали? Ведь это квадрат. Отлично. Ребята, у квадрата 4 одинаковые стороны, 4 прямых угла и 4 вершины. Посмотрите, пожалуйста, какие фигуры вы видите. Верно, треугольники и квадраты. Мы можем все наши фигуры разделить на 2 стороны. Как вы думаете, как это сделать? Верно, в одну сторону мы положим только треугольники, а в другую только квадраты. Замечательно! Подумайте, ребята, а как еще можно разложить наши фигуры? Отлично! Можно их разложить по цвету. Отдельно все розовые, отдельно зеленые. Ребята, какая фигура осталась одна? Замечательно! Желтый треугольник. Почему мы не положили ее к другим фигурам? Конечно, она не подошла по цвету. Молодцы, ребята! Это закончили. А давайте теперь посмотрим на кубики. Посмотрите, пожалуйста, на кубики. Что у всех фигур общего? Конечно, у всех фигур одинаковая форма. А что разное? Верно, размер и цвет отличаются. Подумайте, как можно разложить наши фигуры? Замечательно! Можно разложить фигуры по цвету. Зеленый, розовый и оранжевый. Получится 3 группы. А если разложить по размеру, на сколько групп разделим наши предметы? Замечательно! На 2 группы – большие и маленькие. Отлично! А теперь добавим еще 2 предмета. Мячики круглые, значит, они отличаются формой. Мы помним, что у мячика нет углов. Но если посмотреть на 2 мячика, мы можем сказать, что они отличаются размером и цветом. Ребята, вы сегодня молодцы! А теперь отгадайте загадку. Сестрички на одной нитке живут, а нитка разорвется, сестрички разбегутся. Что это? Верно, это бусы. А давайте мы с вами попробуем собрать бусы. Для этого нам понадобятся круги из цветной бумаги и белый лист, на котором будем рисовать ниточку. Возьмем белый лист и нарисуем на нем ниточку. Возьмем маленькие красные круги и большие желтые.
Чтобы собрать первые бусы, будем по очереди одевать на ниточку сначала маленький красный круг, затем большой желтый круг. Повторяем: маленький красный, большой желтый. Ребята, вы догадались, какой круг будет следующий? Замечательно. Маленький красный, дальше большой желтый и, наконец, ниточки оденем еще маленький красный круг. Замечательно. Продолжаем. Давайте усложним задачу. Рисуем вторую ниточку, надеваем на вторую ниточку большой красный круг, далее маленький желтый, маленький синий, опять маленький желтый круг, большой красный, маленький желтый. Ребята, вы догадались, какой будет следующий круг? Замечательно. Маленький синий и маленький желтый. Ребята, а давайте теперь попробуем сгруппировать наши круги. Посмотрите, пожалуйста, на наши бусы. Какие по размеру у нас есть бусины? Верно, мы можем взять большие бусины, а можем маленькие. Замечательно получилось. А теперь давайте сгруппируем бусы по цвету. Какие цвета у нас есть? Конечно, у нас есть желтые бусины, красные бусины и синие бусины. Замечательно, ребята, получилось. Наш урок подходит к концу. На следующее занятие нам понадобятся вырезанные из цветной бумаги или картона пройденные геометрические фигуры, по 5 штук основных цветов, белый лист, простой карандаш, ластик и цветные карандаши. Ребята, вы помните, что мы узнали сегодня на уроке? Квадрат. И запомнили, что у квадрата 4 вершины, 4 равные стороны и 4 прямых угла. А еще научились разделять предметы на группы по одному из признаков: по цвету, по форме или по размеру. Мы замечательно потрудились. До свидания. До новых встреч!